Доброго вечера, дорогие мои соотечественники и милые сограждане. Вход на территорию вокзала запрещен. Стреляют. С войны еще? Наверное, с войны. Здравствуй, аэровокзал. Сегодня, спустя 18 лет после того, как он в последний раз летал этим рейсом, его номер, который раньше назвал бы, даже если бы разбудили среди ночи, вспоминает с трудом. 970-й. Сухуми, Москва. За прошедшие годы в жизни Заура Эшба, командира экипажа Ту-134, парадоксальным образом изменилось все и ничего. Той страны, которая годами выращивала из него первоклассного летчика, страны, которой он со своим экипажем излетал во всех направлениях вдоль и поперек, больше не существует. Зато появилась другая, ради существования которой он перебрался из пилотской кабины своего большого белого лайнера за штурвал вот этого самолетика, не раз спасавшего его во время ночных полетов в горах за линию фронта. Они взлетели почти 20 лет назад. Они предполагали, что знают, куда лететь. Но что бы они ни говорили теперь, уверенности в том, что они сядут, у них не было с самого начала. Независимость Абхазии. Да, начавшаяся война не оставила им шансов. Но война закончилась, и они оторвались. Какое-то время их поддерживала в воздухе мечта о свободном полете. Ровно 2 года назад разрешение на посадку дала Москва. Россия признала их независимость. И для того, чтобы понять их, достаточно представить себе, что они провели в небе все те годы, что мы провели на земле. Вот на этом табло надо написать: рейс абхазских авиалиний по маршруту Сухуми, Москва. Выполняется впервые. Все нормально. Мы есть мы, народ на месте, аэропорт на месте, самолеты тоже на месте, но рейсов нет. Обещают, будут рейсы, полетят самолеты, все нормально. Это большое счастье. Это счастье, когда приземлишься больше, чем когда взлетаешь. На лету и тревожно, и чуть-чуть боязно, но тем не менее выходить некуда. И первое касание самолета этой земли, вот это есть радость. Дай-то бы, куда бы ни летели, было бы у вас счастливый полет, счастливое приземление. В тот день, 26 августа 2 года назад, он тоже был в небе. Тогда вообще много летали. В горах все еще было неспокойно. 306-й взлет разрешаю. Можно было бы представить его, полковника ВВС, ветерана войны, закладывающим лихой вираж на одной из таких машин, идущим на бреющем полете по ущелью. Так и было, но без него.
поставившую на уши всю республику новость где-то далеко внизу, встреченную пальбой из 1000 стволов. Новость, которой он имел самое непосредственное отношение, Заур услышал в наушниках на высоте в 2000 метров в кабине своего Ан-2. Весть о том, что Россия спустя 15 лет признала существование их страны как независимого государства, он привез сюда в высокогорное село Псху, так же, как годами до этого привозил сюда новорожденных и крупы, спички и горючее, газеты и лекарства. А где народ? Чего никто не радует? Народ на пастбище. Чего такие вялые сегодня? Люди, живущие здесь, за перевалом, 2/3 года отрезанные горами от суеты и круглый год от мобильной связи, привыкли узнавать новости от него. В тот день Заур Эшба прилетел сюда с хорошими новостями. На табло ни одного названия, ни одного рейса. Набор каких-то букв и цифр непонятных. А могло бы быть. Сухуми, Афины. Запросто. У нас греков очень много. Но почему бы Сухуми, Тель-Авив? Тоже запросто. Александр Дегтярев с сыном Иваном бродит потому, что когда-то был главным залом здания Сухумского аэропорта. Одного из лучших в Союзе. В те годы, когда Саша был штурманом местного авиаотряда, здесь было шумно. Уважаемые пассажиры, цель повышения безопасности. Кроме московского 970-го, его экипаж выполнял рейсы в Ленинград, на Украину, в Сибирь. В сезон аэропорт ежедневно принимал свыше 2500 пассажиров. И еще столько же отправлял. Да. А в общем-то, ничего и не повреждено так сильно, да? Кроме стекол. Ну, и привести в порядок, и, пожалуйста, аэровокзал будет готов. Поставить оборудование новое. И все. Чуть-чуть подделать что-то. И вперед. Война пощадила аэропорт. Разруха – результат забвения. Уже 18 лет небо над Абхазией закрыто для гражданской авиации. В 100 метрах от этого здания, в ожидании первого рейса, давно отремонтировано и оборудовано старое помещение аэровокзала. Уже 2 года, с самого дня признания, аэропорт постоянно принимает правительственные и военные самолеты. Однако по-настоящему жизнь вернется сюда лишь с первым объявлением о регистрации пассажиров. 7 сентября 92-го Саша вылетал отсюда в последний раз. Не как штурман и даже не как пассажир. Как беженец вместе с семьей, прихватив только личные вещи, деньги и документы. Война началась в августе. Аэропорт был занят грузинскими войсками. Бежали все, у кого была такая возможность. У Саши не было возможности остаться. В первые же дни начали ко мне приставать. Ты же грузин, у тебя мама грузинка. Ну а почему я должен брать оружие в руки против абхазов и против тех людей, с которыми я вместе рос, с которыми я вместе за одним столом сидел, в одном самолете сидел, и испытал столько, да? Поэтому разорваться на 2 части невозможно было, да. Как описать жизнь в государстве с населением немногим больше, чем 300 тысяч человек? Просто рассказ о том, что все друг друга знают, будет явно недостаточным. Здесь нужны примеры. Вот, например, этот человек. Спросите кого угодно из тех, кто часто ездит по Приморской трассе и проезжает Новый Афон, что это за холеный старец голосует каждое утро на обочине дороги. Так это ж дядя Коля, обязательно ответит вам. У него дела. Он едет в Сухум. Значит, так и ездишь в свою Брехаловку, да, Коля? Ну, а куда идти? Это не Брехаловка, это Правдиловка. Там это гайд-парк и все. Мы все время там обсуждаем. Обсуждаем, правда, одни и те же и говорим одно и то же. Кого сняли, кого назначили,
Брехаловка – это все же скорее география. Место силы на плане абхазской столицы, ориентир для таксистов, точка пересечения всего и вся на Сухумской набережной возле кофейни у окопа. Формально жестяная будка, где варили кофе, открытая здесь, на набережной 40 лет назад, никогда так не называлась. Сам окоп Балян, сухумский армянин, бессменно варивший здесь кофе с 70 по 2000 год с перерывом на войну, 10 лет назад скончался. Но поскольку еще при жизни окоп стал фигурой, с позволения сказать, эпической, то по сей день здесь все уверены в том, что если рай вообще существует, то, несомненно, один из резонов в нем оказаться – это возможность по утрам пить кофе, который, уж будьте уверены, там варит именно окоп. Все прошлое так дорого и так идеально. Очень все было там. интересно. Половина Советского Союза отдыхала. И все ее Да, знают. все знают. А он говорит, я в историю ваш. Ой, гремят эта история. Мудро после нет. говорил, мудро говорил. И все Он говорили. спокойный был. Вот Фазилий Скандер, помню, они он пишет Да. кафе у окопа. И след оставил. Историю оставил. Оставил, да, историю оставил. Он говорит, я в историю вошел. Кофе варить все варят, но еще надо знать, кому дать. Да он 40 лет никому, да, он мудрил. он никогда не злился, он никогда не... нашутил. Да. Спасибо. Пейте на здоровье. Да везде одни проблемы. Идет борьба за запасы нефти, за деньги, за влияние. Он простудился тоже, видимо, вроде кондиционеры меня угрохали бы. Вчера температура высокая, поэтому сейчас... Вероятно, есть где-то на Земле страны, где президент по дороге на работу заезжает выпить кофе за пластиковым столиком под навесом. Ну уж точно президентская кофейная чашка есть только здесь, у окопа. Одна из 7 с лишним десятков других, принадлежащих тем, кто не представляет себе дня без этого места. Она была здесь до того, как он стал президентом, останется здесь и после того, как сюда в сопровождении охраны приедет совсем другой человек. Чья чашка, не исключено, тоже уже давно здесь. Много лет назад, когда Сергей Багапш был еще премьером, он привел сюда первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Это самое главное место, на мой взгляд. Я вырос на Брехаловке. Говорят президенту, слушай, говорит, премьер-министр каждое утро на Брехаловке, а там такое говорят. Ну, Лайсагой, вечная ему память. Что, говорит, на Брехаловке ты делаешь? Я говорю, кофе пью. Я 7:30 прихожу, до 8 по 8 я на работе. А они там, говорит, склоняют мое имя. Я говорю, Лайсагой, ну неправда. Пойдем послушаем. Он говорит, пойдем. Собрались, конечно, пришел президент, Владислава уважали, любили. Это, говорит, здесь на Брехаловке вы, говорит, косточки промываете нам, политикам и так далее. Один из них выходит, говорит, знаете, Владислав, мы вас очень любим, говорит. Но вы не обольщайтесь. Мы здесь критикуем Клинтона, Ельцина, Ширака. На уровень абхазской политики мы не опускаемся. Он говорит, идем отсюда. Вот это Брехаловка. Хорошо, братцы. Спасибо. Покажем. Спасибо, вы что нам говорили. Да, Мы должны спасибо вам за говорить. поддержку. Да, все нормально, поеду. Дальше работы, делов много. Сейчас приезжает вице-премьер Шувалов 29-го, 30-го. Целый блок вопросов по поручению Путина экономически будем рассматривать, смотреть. Я думаю, хорошее движение даст импульс. А это все финансы. Ладно, братцы, цецера. Мане табу продано. Все, Лесиком держи. Все. На море, сегодня жарко. Все, сейчас, ладно. Всех благ, удачи. Удачи, Абдирус. Поехали. А Сесара нет куда? В Россию? Она правопреемница Россия. Я знаю, но сколько так будет? Название Брехаловка с годами стало доброй насмешкой сухумцев над самими собой, над невозможностью пройти мимо, не приняв участие в главном информационном ток-шоу страны ежедневно с 7 утра и до 10 вечера, идущего здесь в самом прямом на свете эфире. Пожалуйста, ребята.
Есть целый проект по восстановлению аэропорта, по восстановлению взлетной полосы. Взлетная полоса следующая, Сергей Васильевич. Да, Какая полоса? 3800. Любые самолеты спасают. Конечно. Так вот удобнее из Москвы прилетать. Но сейчас этим тоже собираемся заниматься. Сегодня редкий и ответственный день. Дядя Коля покидает Брехаловку до заката. Дома, в Новом Афоне, его, сына грузинского князя и абхазской крестьянки, ждет русская жена Зина. Женщина, лучшей которой нет. Сейчас, в свои 80, он в этом совершенно убежден, потому что женился на ней уже дважды. Ну ты, как всегда, у меня самый красивый мужчина. Ух ты! Сегодня он должен быть самым красивым не только для нее. Ну, давай, Марчик. Куда ты? Повернись ко мне. Давай, малыш. Давай. Счастливо тебе. Как она любила. Ага, очень даже. Здравствуйте, девочки. Дядя Коля едет на гастроли. Он конферансье. И не просто. Старейший действующий конферансье на всем постсоветском пространстве. Зеква, хасчас зеква. Кое-кто не понял. Я говорю на языке этой земли, на которой вы сидите, отдыхаете. Мы получили свободу. Я приветствую вас, дорогих наших соотечественников и дорогих наших сограждан, потому что мы являемся гражданами своей страны и великой России. Доброго вам вечера. Были времена, когда все, что знала огромная страна о национальном абхазском танце, она узнавала именно из его уст. Тогда, правда, и гастроли были другими. Сейчас это 2 часа по жаре, до Гагры или Пицунды, час концерта и 2 часа назад. Вот и все гастроли. Даже в сезон такие поездки всего 2-3 раза в месяц. Но это не важно. Важно, что все еще есть возможность встреч с тем, без чего он не может. С его обожаемой публикой. Он верит в то, что в Иркутске, Челябинске или Норильске, подобно семени, случайно занесенным ветром, память о вечере, проведенном с ним, вдруг распустится пахучим цветком теплых воспоминаний о его дяде Коле, маленькой родине. Я тут веду программу, подходит какая-то женщина, красивая, отдыхающая. Скажите, пожалуйста, уважаемый ведущий, почему так долго живут абхазы в Абхазии? Вот так, я говорю, 2 абхазцев стоят, подъехал автобус. Ну, пока не церемонились, ты зайди, я зайду, нет, уважают друг друга. Ну, а машина уехала. Водитель был далеко не абхазец, наверное, не понял их. Вот так они опаздывают на поезд, на самолет. О, как, да. А вот когда пришло время уйти в иной мир, там тоже стоят в очередь, кому в ад, кому в рай. А абхазы стоят, говорят, пожалуйста, проходите, мы после вас, мы после вас. Вот так по 150 лет умудрились жить. Приморский бульвар. Старики, пьющие кофе, галантные кавалеры. И, конечно, оркестр, который появился там, где нынче Брехаловка, задолго до революции и продолжал вечерами радовать расслабленную публику вплоть до конца 30-х годов. Вы знаете, там, где есть государство, герб, флаг и все атрибуты, там должен быть оркестр. Чего не сделаешь ради мечты. Казалось бы, ну куда на 7-м десятке спустя столько лет после войны вновь напяливать на себя военную форму? Ведь уже уехал, вроде бы устроился, родственники по всему миру, от Акапулько до Каира. Мало того, что сам все бросил, так еще и их сдернул. Ну ладно, понятно. Потянуло домой, родные стены, 2 шага от моря, виноградник, вино сказочное получается. Короче, мечта пенсионера. Шахматы под мышку и на Брехаловку. Куда там? Полковник Хагба. Руководитель и дирижер военного оркестра Министерства обороны Республики Абхазия. Раз, 2, 3, 4. Хорошо еще, что есть теперь помещение для репетиций. А ведь еще совсем недавно все эти трубачи, призывники выдували первые в своей жизни гаммы прямо у него в саду, под окном. Та, та, та,
Да. Благо, что половина соседских домов вокруг пустует, возмущаться некому. А что было делать? Учить-то надо. Куда это годится, когда половина его духового оркестра на ладан дышит? Позор. Мощно. При таких мизерных зарплатах, которые сегодня у нас в республике, ну, объективно, да, воссоздать симфонический оркестр невозможно. Я решил схитрить, значит, под предлогом обогащения кадрами, значит, военного оркестра, искать таких музыкантов везде, которые могут и то, и другое, тот скрипач, тот духовик. Вот таким образом, это хороший путь. И 2 зарплаты. Раз, два, раз. Ну нет пока в республике достаточного количества музыкантов даже для духового оркестрика. Что уж говорить о мечте. Зато не у всякого есть возможность послушать, как звучит мечта. На стареньком проигрывателе пластинка с записью концерта его симфонического оркестра 20-летней давности. Ну, большой симфонический оркестр, 85 человек был оркестр у нас. Буквально перед самой войной мы объездили Волгоград, Астрахань, в общем, по Волге. Попали в план Союзконцерта, уже были обмены дирижерами, оркестрами, но нет, все это не состоялось. Все это было, все наши мечты были расстреляны. Взгляд на историю абхазской государственности с высоты дирижерского пульта. Первый абхазский симфонический оркестр был создан в Сухуми в 1933-м. Музыканты именно этого оркестра оттачивали мастерство по выходным на городской набережной. В 1937-м музыка стихла. На 30 с лишним лет. Второй оркестр был создан в 1969-м, буквально с нуля. Анатолий Хагба, тогда молодой тромбонист оркестра, к середине 80-х становится маэстро. А это шикарная, богатейшая симфоническая литература. Оркестровые голоса, партитуры. Почему они в гараже хранятся? Негде хранить. Маэстро Хагба, главный дирижер абхазского государственного симфонического. Мы играли все. Прекрасную грузинскую музыку, замечательную музыку русских классиков, абхазскую национальную музыку. Прямо перед началом войны мы закрыли сезон и больше не собрались. Так он развалился. А теперь я вот оглядываюсь вокруг. Несколько человек осталось в городе, которые еще могут быть причастны уж к 3-му оркестру, в том числе и я. Вот это мечта всей моей жизни. Бог, моя совесть, мое внимание, мой темперамент. И когда я делаю добро, кажется, я сплю лучше. И перед сном я читаю молитвы, которые читала моя мама. Дай-то Бог хорошего рассвета, дай-то Бог, чтобы все люди жили дружно. Пусть рассвет нас застигнет хорошо. Что бы это ни было, все, что спит в мире, чтобы им положено спать ночью, пусть спят, и Бог Всевышний пусть не обидит. А моя подруга говорит: ты что там бормочешь? Я говорю: я не бормочу, я читаю молитву. Подруга моя спрашивает: вот ты до этого, говорит, ты читал молитвы? Знаешь, я был молод, думал, буду долго жить. А когда пришло время уйти в иной мир, когда он встретит меня там, если будет так, чтобы он не сказал: когда пришло время приходить ко мне, тогда вспомнил меня. Когда Всевышний раздавал народам земли, абхазы опоздали. Они были заняты, принимали гостей.
Явившись к Богу, они так и сказали: извини, мол, не могли, сам понимаешь. Ну, гости, понятное дело, святое. Пришлось Вседержителю, уже раздавшему все, что предназначалось людям, отдать абхазам то, что он оставил для самого себя. Поскольку эта история почти всегда тост, есть все основания полагать, что, по крайней мере, в части об опоздании и гостях она правдива. По-настоящему же дело в древнейших абхазских верованиях, которых по сей день так или иначе придерживается большинство абхазского населения республики. Абхазия – это земля обетованная, завещанная Всевышним Богом Анцея своему народу. Помимо бесчисленных священных рощ, горных вершин, пещер и водопадов, вполне естественных в местах, дарованных Богом, за порядком в уделе Всевышнего призваны следить святилища – анныхи. На данный момент их 7. Места силы, наделенные волей, высшим разумом, способностью судить и наказывать. Открытые порталы между миром созданным и вечностью создавшего. Вот оно, святилище Лыхныха. В Абхазии все храмы построены на языческих святилищах. Раньше тут был большой природный камень. А когда 1000 лет назад стали строить этот храм, камень-то и разбили. Население обиделось, был большой спор. И в конце концов нашли решение восстановить камень такой же формы на том же месте, а храм построить рядом. И для этого пришлось немного перенести фундамент церкви. У этого камня проводятся наши ритуальные моления по нескольку раз в год. Народу собирается здесь очень много. Очень. Верховный жрец святилища в Лыхне Сергей Шакрыл прекрасно говорит по-русски, но только не здесь, у священного камня. Жрецами в Абхазии не рождаются. Их избирают из числа тех, кто относится к фамилии, веками связанной с каменной плитой, лежащей в основании фундамента древнего Лыхненского собора. Жрец – это не работа. Дядя Сережа всю жизнь трудился, был завхозом в школе, работал на фабрике, а перед пенсией подался даже в торговлю. В середине лета жертвоприношения богам совершаются на священных местах, которые есть почти в каждом селе. Моления об урожае и дожде плавно переходят в праздник, на который съезжаются родственники со всей страны. К помощи святилища же прибегают только в особых случаях. В 93-м здесь, в Лыхне, просили победы, а в мае 2008-го – признания независимости. Отец Виссарион – личность легендарная, в чем-то даже библейская. Уроженец села Лыхне, однокашник жреца Сергея, отец Виссарион, первую половину жизни провел обуреваемый страстями. Господь управил так, что, находясь в местах не столь отдаленных, где-то под Читой, 30-летний Виссарион Аплия прочел церковную книгу, написанную на абхазском языке. Вернувшись домой, он прибился к Лыхненской церкви, был рукоположен в диаконы, а за 2 года до начала войны принял сан священника. Однако образ батюшки, как благоразумного разбойника, так силен в народе, что нет-нет, да кто-нибудь и спросит: «Батюшка, а что это у вас под рясой? Уж не пистолет ли?» Вот наш. Это очки. Это очки. Мне показалось, что это очень похоже на очки. Христианство в Абхазии с VII века. После войны, юридически оставаясь в составе грузинской православной церкви, де-факто абхазская церковь оказалась предоставлена сама себе. А вернее, отцу Виссариону.
Сидя в тени тысячелетнего храма Успения Богородицы, батюшка всей Абхазии мечтает о том дне, когда на звездном небосводе вселенского православия засияет маленькая звездочка абхазской автокефалии. Абхазия была православная церковь поместной. Здесь был патриарх, резиденция абхазских патриархов, это Пицунда, духовная столица. Мы восстановить хотим, и мы восстановим ее с помощью Божией. И все взоры наши направлены в московский патриархат, так как Москва является правопреемницей, вот то, о чем я говорил, о Третьем Риме, и мы ее восстановим на правах автономии, а там, даст Бог, автокефалии. Все это зависит, понимаете, для этого народа. Ведь православная апостольская церковь. Апостолы для чего были? Что они делали, апостолы? Если мы называемся православной апостольской церковью, надо оставаться по делам апостольским. И нет таких прав сегодня ни у грузинской церкви, ни у греческой, ни у Константинополя. Нет такого права ни у кого. Лишат абхазский народ быть православным или не быть православным. Алло, церковь слушает. Абхазская религиозность парадоксальна. Абсолютное большинство тех, кто считают себя верующими, крещеные христиане. Есть небольшой процент относящих себя к мусульманам. При этом ни те, ни другие никак не связывают себя никакими культовыми обязательствами. Скажем, христиане не держат постов, не ходят к исповеди и к причастию. Мусульмане не совершают положенных намазов, едят свинину, а обрезание считают чем-то унижающим человеческое достоинство. Видимо, поэтому здесь было и остается столь же ровное и спокойное отношение к советским временам. Идея-то ведь была хорошей. Вот, например, Заур, летчик, по нескольку раз в неделю летающий в горах, под Богом. По убеждениям коммунист, но в партию вступать даже не собирался. Относит себя к атеистам и при этом старается не пропускать языческих обрядов в родном селении. Я думаю, верить нужно в человека. Почему обязательно нужно быть в кого-то, в религию какую-то верить для того, чтобы быть хорошим человеком? Я думаю, что как раз не нужно никому, а просто нужно верить в человека. То есть нужно быть правильным, честным. Человеком нужно быть. Принадлежность к религии скорее направление движения. Здесь настороженно смотрят на любое проявление крайней религиозности. С другой стороны, редко встретишь общество, более спокойно относящееся к чужой вере. Соблюдение традиций, дань уважения к истории своего рода – вот главный местный культ. Вот почему крещенные люди идут не на исповедь, а встают со своими грехами, надеждами и обидами у очагов родовых кузнец. Поклонению процессу превращения бесформенного камня в металл, режущий или пашущий, разрушающий или создающий тысячелетия. Здесь верят на слово и почитают правила. И если ты уважаешь все это, ты здесь желанный гость. Поздний вечер. Раннехристианская, почти апостольская мизансцена. Батюшка в гостях у жреца, с которым учился в одной сельской советской школе. Стол накрыт в саду, напротив древнего Лыхнинского собора Успения Божией Матери, где жрец Сергей был крещен отцом Виссарионом. Собора, фундамент которого покоится на каменной плите святилища Лыхныха. Ну, нам с тобой ведь нечего делить. А, отец Виссарион. А кто пытается-то? Святилище и храм, они ведь что? Они связаны? Связаны. Подожди, мы находимся в одном месте, в одном дворе. Хотя народ с древних времен верил и надеялся только на святилище. Сергей, храмы начали строить в тех же местах, что были ваши святилища, это правда. Да, и народ приходил сюда. Но становились-то к святилищу, а не к церкви. Сергей, послушай, давай-ка мы лучше поговорим с тобой, задумаемся над воскресением. А? Ну, давай задумаемся, но все равно. Над воскресением, Сергей. Подожди, над воскресением. Сюда приходили не думать о воскресении. Здесь делали жертвоприношения, молились с просьбами и пожеланиями. И то, о чем всегда просили жрецы, то же самое сейчас говорят священники в храме, в том числе и ты. Сергей, главное помнить, знаешь, о чем? О том, что Сын Божий отменил смерть и утвердил, что смерти нету.
Я хочу спросить, вот я утверждаю, что те, которые покинули этот мир, наши любимые братья, сестры, отцы, они вот, я говорю, что они воскресли. Ты-то этому веришь? Конечно, верю, что они вечные. Мы все верим, что они вечные, поэтому и поверили в христианство. И потому ходим к тебе в храм тоже. Знаешь-ка что, Сергей, со всеми, кто к нам приходит, говорить-то надо от души, от сердца. Ага. Настаивать, что никто не пропал, спаси Господи. Не давать им заблудиться. Мы же не хотим с тобой, чтобы блудная овца пропала. Мы же ее пасем. И кого мы пасем? Кого, Сергей? Мы людей храним. Люди не будут пропадать. Мы с тобой за них ответим. Ну да, перед Богом-то все едины, Сергей. Мы, батюшка, не должны делить людей на блудных и неблудных. Да, именно в таких-то случаях мы и говорим аминь. Вот у тебя 5 пальцев. Вот ты уколи один, а почувствовать ведь боль-то по всему телу. Так и Бог не любит, когда делит людей. Перед Богом, я уж говорил, все равны. Вот, например, у абхазцев все еще есть понятие «кровная месть». А как же можно, Сергей, совершать-то кровную месть? Ну, согласись, не все же можно простить. Ну, разве же можно мстить кровью? Она же одна, она твоя. Впрочем, знаешь, я думаю, благодаря Богу мы сегодня с тобой встретились. Благодарю тебя, что ты меня посетил. Я ж в конечном счете хочу того же, что и ты. Благо для нашего народа. И в этом мы с тобой едины. Верно. Наша встреча от души и от сердца. От сердца. Знаешь, меня тут один ученый спросил. Вот твое святилище находится в храме. А каковы ваши отношения с церковью? А ты у него не спросил, сам тут как? Ну, в смысле, какие у него самого-то отношения с церковью? Давай-ка еще по одной. Давайте выпьем за народы, за русский и абхазский народ. Я считаю, и русскими все народ, которые нас любят. Вот аминь. Ну вот, беседка, виноград мой, Изабелла. Я из нее уже искусно делаю вино. Любимое женское, любимое мужское. Уже знаю все рецепты. Женскую нужно подсластить немножко. Мужскую надо сделать терпкую такую вот. Я, так сказать, здесь я могу говорить о мастерстве. Это не то, что там за пультом дирижерским. Сегодня Анатолий Хагба на полпути к своей мечте. Во всяком случае, он вновь маэстро. В России есть шикарный тост. Будем! И пошли. Вечером за ужином только и разговоров, что о вчерашнем исполнении абхазского гимна в далекой Никарагуа. С того момента, как президент начал совершать официальные визиты в страны, признавшие Абхазию, делу полковника Хагба прибавилось. Отныне он составляет оркестровки государственного гимна для оркестров, звучания которых даже никогда не слышал. Он же обязан выучить гимны этих государств на случай ответных визитов. Науру. Науру. Науру? Да, Науру. Вообще трудно Нас представить, признала. что это за мелодия там. Надо завтра же Очень маленькая. купить карту мира и посмотреть, где находится этот остров. И почитать что-то о нем. Вчера с любопытством слушал. А когда дирижер взял 2 раза медленнее, никарагуанский оркестр, такой плоховатый оркестр. Не знаю, я был шокирован. Сейчас жду президента, что скажет. Вот весь год играй концерт, играй здорово, играй гениально. Но если маленькую накладочку допустишь в гимне, разнесет пух и прах. Как это безобразно ваш гимн звучал вчера. А вы не слышали, как вчера звучала сюита из Кармена? Это не важно. Важно, чтобы гимн звучал. Ну, это тоже правильно. С одной стороны. В Венесуэле, кстати, там более цивилизованно. Там хороший симфонический оркестр. Там концертмейстером сидит наш бывший скрипач Володя Полиматити. Сухумский скрипач. Где в Венесуэле? В Венесуэле. Вот это да. Каракас.
Пойдем. Представь произведение. Моцарт, Петров. А Петрова что играем? Музыканты смеются. Музыканты хохочут. На симфонический оркестр народу пока не набралось. Хватило лишь на камерный, но зато государственный. Ну что, оставилась группа музыкантов, очень преданных музыке, со своими скрипками, виолончелями. Мы вынуждены были поменять статус, назвать его комнатным камерным оркестром. Комнатный государственный оркестр в сборе. 2 дочери, жена, зять, несколько верных старых товарищей музыкантов и самые одаренные из его призывников. Девять часов вечера. От Сухумского пирса в ночь отчаливает прогулочный катер. Маэстро в шаге от мечты. Но этот шаг еще надо сделать. А пока... Что ж, оркестр должен играть. Ведь тот первый, с которого все начиналось еще в 30-е, тоже подрабатывал по выходным на городской набережной. Одна беда. Музыкантов укачивают. Вы знаете что? Сколько в бедноте не жить, богатству не миновать. Будет здесь все здорово. Я просто уверен. У меня есть мечта. Я хочу, чтобы весь мир объединился и нашел новую общую формулу сосуществования. Пусть это называется конституция, пусть это называется какие-то законы, как хотите назовите, но такие правила игры, да, всего планетарного общежития были такими, чтобы людям приносили только радость. Вот о чем я мечтаю. Добрый вечер, здравствуйте. Скажите, а вы отдыхаете здесь на курорте, да? А откуда вы приехали? Из Пензы. А, пензючки. Да, ясно. От Бочкарева? Да, от Бочкарева. Знаем вашего Бочкарева. Я генеральный директор этого курорта. И сегодня на 7-м десятке для всей республики он все еще алябрик. Когда-то еще подростком, не знающим английского, он неправильно напел песню «I love you». «Алябри, алябри» напевал паренек, да так и остался на всю жизнь алябриком. На самом же деле его зовут Валерий Иванович Киртбая, и он генеральный директор. Его собственный подъем к деловым вершинам был существенно короче, чем у всех остальных. Он начинал его уже с большой высоты. Из бара на 14-м этаже одной из пицунских высоток. Отсюда в те годы открывались самые дальние горизонты. Пачка Мальборо 40 копеек, коктейли из напитков, о которых 0,8 населения страны тогда даже и не слышало, вечерами очередь из отборных представителей советской элиты. Его снимали в кино, о нем писали в книгах, а он, алябрик, уже тогда, вероятно, мог решить любой вопрос на необъятных просторах Союза, не выходя из-за своей барной стойки. И сегодня, спустя 25 лет после расставания с баром, руки все помнят. Валерий Иванович – человек дела. О Пицунде, которая когда-нибудь станет круче Лазурного берега, он не мечтает. Он точно знает, когда и как это будет. Вот пришел тот момент, крайний момент, когда Пицунду надо точно уже демонтировать и строить новый комплекс. Потому что эти отели уже себя изжили. Конечно, будет грустно. Мне будет грустно, но зато другим людям, которые сюда приезжают, будет весело и интересно. Поездка в Абхазию для тех, кому больше 35, это путешествие назад во времена детства, юности, молодости. Руины былого курортного великолепия всесоюзной здравницы с одной стороны будоражит воображение, с другой постоянно напоминают о том, насколько в реальности все уже изменилось.
В нынешней системе люди наверняка будут жить лучше, будут жить богаче. Но тех отношений, что были в Советском Союзе между людьми, они вряд ли восстановятся. И как бы ни ругали эту систему, одного она добилась. Тогда было единство нации. Были проблемы, были недоработки, но это была единая страна, где, сидя за столом, ты не ощущал, здесь еврей сидит, русский, грузин, татарин или кто-нибудь. Мы, правда, были едины. Это страна, все еще освещенная по ночам желтыми лампочками. Страна, где празднование главного праздника Дня сотворения мира приходится на Старый Новый год, населена людьми, сохранившими о нашем общем прошлом преимущественно самые теплые воспоминания. Воспоминания, согретые морем, вином и общением с людьми, старавшимися перед отъездом сюда оставить все свои проблемы в тех уголках необъятной страны, где они получили свои путевки. Посмотри, на нем какой красивый флаг. Самый красивый флаг в мире. Ничего красивого не видишь. Мне почему-то нравится, он самый красивый. Если черный квадрат – это самый дорогой… дорогая картина. Да, дорогая картина. Ну, если так судить, я думаю, что это все-таки самый красивый флаг. Потому что он больше подходит к черному квадрату. То есть современные же люди ценят такие вещи. Оригинальные. Оказывается, и тогда тоже были оригинальные люди. Сегодня они снова вместе. Командир и штурман, и их самолет, который без них так больше никогда и не полетел. С этим? Ну, конечно, я бы хотел себе взять. Если продали бы мне недорого, я бы купил бы себе, поставил бы как, ну, для потомства. Ну, нашли бы мы что сделать. Нет, не надо, просто постояло помыть, покрасить, привести в порядок. И пусть дети знают, что когда-то в Абхазии была авиация. Вот на этом самолете, на таком, не на этом, а на таком, я летал в Японии. Из Москвы. В Японии. Да? Летал, да, на нем. Саша, в 92-м последний раз пролетев по маршруту рейса 970, уже в качестве беженца, так и остался в Москве. В этом году он ушел на пенсию. Не по возрасту даже. Просто теперь по его прежним маршрутам летают на самолетах, где штурманы уже не нужны. Я сидел вот здесь. Да. Вот. Вот это мое место. Да, вот здесь он, Саша, сидел. Так что из всех троих в небе сегодня только командир. Можно объединиться политически, но вернуть души людей невозможно. Уже ушло. Это уже как свет, который ушел в космос, ты его ж не вернешь. Мы же все потеряли родину. Я родился, у меня паспорт, Советский Союз, ее нет. То есть вот этот мир, в котором мы жили, выросли, вот эта потеря, это, я считаю, что это земля наша, никуда не денется. Да. Но, ты знаешь, можно на ней стоять и в ней лежать можно. И раз. Но это другое. Мир – это не то, что нас окружает, а мир – то, что мы чувствуем. Вот это мир. Рыбалка. Это как в детстве. И здесь нет и не может быть штурмана, который, убежав от войны, облетел весь мир, и его командира, который, пройдя войну, остался, чтобы люди в горах не чувствовали себя брошенными. Здесь есть Зурик и Сашка, который, наконец, вернулся. Заур не верит в то, что их 970-й на Москву когда-то еще полетит. Нет, конечно, будут другие рейсы, которые будут садиться в их аэропорту, но свою авиацию им уже вряд ли осилить. Впрочем, Аполлону Эшба уже 12-й год. Заур и сам когда-то начинал так же. И если бы жизнь сложилась по-другому, кто знает, каким бы сейчас был его самолет. А ты бы хотел летать на самолете? На новом. Что, на каком? Новом. На новом? Конечно, он хотел бы видеть сына в летной форме, идущем к большому белому лайнеру, вылетающему из Сухума рейсом в Москву,
Питер, Стамбул, да бог его знает куда еще. Но даже если этого не случится, должен же быть кто-то, кто не даст людям, живущим там, в горах, почувствовать себя брошенными. Сегодня рыбалка не задалась. Весь улов килограмм медуз. Но никто не унывает, будет еще рыба. Это может показаться странным, но у всех этих людей все только начинается. Мир, в котором они выросли, по правилам которого жили, верность которому пронесли через те 15 лет, что были от него отрезаны, изменился до неузнаваемости. Каково им будет в том новом мире, частью которого они стали 2 года назад, здесь могут лишь догадываться. Единственное, в чем они теперь совершенно уверены, так это в том, что это точно будет мир. Взлетная полоса. А вы сколько сейчас летал? 110. Что такое счастье, когда тебя понимают? Дай Бог, чтобы было понятие у нашего народа, чтобы друг друга понимали. Тогда будет и счастье, и добро, и самолет полетит, и аэропорт откроет, и пароходы поплывут, и поезда побегут. Пусть страна запоет счастьем, потому что война всегда когда-нибудь кончается. Зло тоже иссякает. Пусть будет в мире добро, чтобы нас понимал народ. Европа, земной шар – это, я думаю, большое счастье. Спасибо, дорогие мои. Спасибо за внимание. До свидания.